Здравствуйте! В Национальном центре аудиовизуального наследия есть много уникальных кадров, отснятых не только в Якутии, но и за ее пределами. История в кадрах находится в Баку, Азербайджане. И мы сегодня вам хотим рассказать о первом тюркологическом съезде, который проходил здесь, в Баку, в далеком 1926 году. Эти кадры для нас имеют историческую ценность, так как в этом съезде принимал участие видный государственный и политический деятель Исидор Никифорович Барахов. В это время, находясь в Москве, вместе с известными писателями Аниподистом Сафроновым Алампа и Алексеем Ивановым Кюнде, они решили выехать в Баку и принять участие в этом съезде. Чем же для современного зрителя интересен этот материал? Во-первых, съезд оказал очень огромное влияние в развитии языка, литературы и культуры и в установлении дружественных связей между народами. Надо сказать, что это был первый официальный выход тогда еще нашей молодой республики Якутии на всероссийскую и международную арену. Во-вторых, на первом тюркологическом съезде были заложены основы алфавита, терминологии и орфографии тюркских народов Советского Востока. А Якутия, последовательно проводившая культурную революцию в этом направлении, активно включилась в эту работу. Еще в 1917 году обществом Саха-Аймах была принята международная транскрипция, латинская транскрипция, приспособленная к якутскому языку. В этом направлении очень большую работу сделал Семен Новгородов, автор якутского алфавита. Первый тюркологический съезд, проходивший во дворце Исмаилия, был одним из значимых событий того времени, положивших начало новому этапу новой культурной интеграции между тюркскими народами. В съезде приняло участие более 100 депутатов. Среди них были известные востоковеды-историки, например, академик Василий Бартольд, академик Сергей Альденбург, представитель европейских ученых профессор Менцель. А само заседание проходило под председательством председателя ЦИК Азербайджанской ССР Самет Ага Агамалы Оглы. Одной из важнейших задач съезда был переход с арабского алфавита на латиницу. Азербайджан первым в тюркском мире реализовал эту идею. С 1 января 1929 года Азербайджан полностью перешел на латиницу. До 1926 года латинизация проводилась обособленно в отдельных республиках. В тюркологическом съезде представители тюркско-татарских, горских и других народов при участии научных специалистов Академии наук Ленинграда и Москвы приняли решение о применении опыта Азербайджана по латинизации в других республиках и автономных областях Союза, пользовавшихся архаическими формами письма. Сохранилась статья Исидора Никифоровича Барахова о том, как проходил этот съезд, и он там делится своими впечатлениями. Это были бурные прения, оживленные дискуссии, касающиеся, допустим, алфавита, транскрипции и орфографии тюркских языков. Но надо сказать, что Исидор Никифорович Барахов – это один из образованных и эрудированных людей своего времени. Он сыграл огромную роль в развитии литературы и науки именно в Якутии. Он активно помогал ярчайшим представителем творческой интеллигенции. Он переписывался, например, с Алексеем Кулаковским, Семеном Новгородовым, а также с Аниподистом Сафроновым Алампа. Помогал всячески писателям именно для того, чтобы издавались их научные и литературные труды. Велика заслуга Исидора Никифоровича Барахова в разработке письменности на якутском языке. Он был организатором и редактором первой газеты на якутском языке, которая называлась «Манчар», и она вышла в 1921 году. Позже она была переименована в газету, которую мы все знаем, газету «Кым». Итоги работы якутской делегации рассмотрели на бюро обкома ВКПБ и приняли специальное постановление. А по итогам работы съезда Исидор Никифорович Барахов напечатал статьи по вопросам тюркологии, правописания и алфавиту. А сейчас вы видите уникальный кадр, сохранившийся до наших дней, но, к сожалению, само здание не сохранилось. Это бывшее здание Министерства иностранных дел, сейчас это гостиница «Старый интурист». Но историческая часть старого города в Баку практически не изменилась. На фоне меня находится Девичья башня. Это одно из самых старинных зданий, которое сохранилось сейчас, до наших веков. Первый тюркологический съезд проходил в 1926 году. Конечно же, прошло очень много времени, почти 98 лет, и
Вот когда находишься вот на этом месте, там, где была наша первая якутская делегация, конечно, испытываешь огромное волнение, гордость за то, что здесь происходило. Можно только предположить, что тогда чувствовали якутяне, Исидор Барахов, Анипадис Сафронов, Алампей, Алексей Кюньда, когда прогуливались по этим мощенным улочкам, когда любовались Девичьей башней, о чем они думали и что планировали. Ну, скорее всего, конечно же, они думали о том, как будет развиваться Якутия, какой она станет через 100 лет. И когда вот это вот все вспоминаешь и осознаешь, это на самом деле действительно круто. И вот черно-белые кадры, которые сохранились у нас в Национальном центре аудиовизуального наследия, это действительно дает это чувство. Столица Азербайджана, Баку, это город контрастов, город, который сочетает в себе особый шарм, неповторимый колорит уникальных архитектурных памятников прошлых столетий и современности. Здесь, в этом городе, ты ощущаешь прошлое и будущее, а ты в настоящем. И это здорово завораживает, оно вдохновляет. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами, путешествуйте во времени вместе с нами. Это интересно.